На протяжении 2 долгих дней варили. Буманды курам, пачалыны. Без пакаре? Джонер не канал, так аккуратно кушают, ага. Лох парта. Не снимай, быстрее. Здравствуйте! Мы продолжаем готовить пищу предков. Наступил февраль, 10-й месяц по якутскому календарю, Олунню Одун Ия. И в это время кухня наших предков начинала немножко меняться, поскольку начинали заканчиваться запасы, которыми они запасались на зиму. И вот в ход шли те части, которые сегодня мы не употребляем. В частности, из головы брали мозг, уши, глаза, язык. Мы сегодня попробуем мозг. Наш постоянный консультант Тамара Егоровна Харитонова видела, будучи молодой девушкой, как его готовят. Его режут такими вот тонкими ломтиками, он очень нежный, я не знаю, как к нему подступиться. И потом жарили на комбижире. Так, давайте приступим с этой стороны. Вот, внутренность мозга перед нами раскрылась. Видите, он имеет, оказывается, белый цвет. Мы впервые это видим. И наши предки ничего не выбрасывали после забоя скота. У них все шло на пользу. Так, и Тамара Егоровна сказала, что жарили на комбижире. У нас сегодня внутренний жир. Мы его на сковороде сначала растопим. Вы знаете, что такое комбижир? Это, оказывается, очень такой результат интересного процесса. Всю зиму наши предки копили все кости, но в частности хрящевые кости всех супов, всех своих блюд. И весной его на протяжении 2 долгих дней варили. И когда вот всплывал жир, они его перелаживали в другую посуду, и потом вот в охлажденном виде получался такой комбижир. И на этом комбижире именно и жарили этот мозг. Представьте, вот даже жир из хрящевых костей, все из скота, мяса и костей скота и лошади. То есть практически все. Вот у нас жир растапливается. По-моему, достаточно. Угу. Так, и теперь наши кусочки, ломтики осторожно перелаживаем в сковороду. Я уже сказала, что они очень-очень нежные, мягкие. Звук пошел. Да, сейчас посолим. Сверху положим зеленый лук. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Поскольку у нас лук уже соленый, огня надо убавить, по-моему. Угу. Так, обильно. Ага, надо. Убавили огонь, чтобы он по своей структуре мягкий, нежный, медленно, чуть-чуть потомился. Запах такой раздражающий, вкусный уже пошел.
мы должны перевернуть. Немножко уже. Так вот, все пускали впрок, и вот после забоя скота шкуру вывешивали на забор, и когда наступал апрель, с этой шкуры выскабливали пленку, и в ход шла вот эта пленка. Вы, наверное, все слышали рассказы своих бабушек и дедушек, как они военные, голодные лета, года из дверей, из дверей хатонов и изб выскабливали вот именно шкуры десятилетней, пятилетней давности. Представьте себе, и их варили, и такую вот бурду кушали. Вот. И вот, посмотрите, какого цвета у нас мозг получается. Обратите внимание, как много пены. Вы наверняка все знаете, что комбижир точно так же пенится. И мы все когда-то собирали пену, которая вот появлялась при жарке на комбижире. Это был такой естественный процесс, в порядке вещей принимали мы его. Но вкус этих блюд оказывался отменным, конечно же, своеобразным, таким вкусным. Сегодня тоже предчувствуем такой вот вкус. Мы все-таки решили еще раз перевернуть, потому что нам кажется, что внутри еще не готово. По современным рецептам можно готовить мозги на гриле. Мы рекомендуем весной, когда пойдете на шашлыки, попробуйте такое вот блюдо, удивите своих друзей, родственников. И в старину у наших предков, когда забивали скот, обязательно вокруг собиралось большое количество людей. Это было естественно, и любой приходящий человек мог сколь угодно мясо унести к себе домой. И хозяин на это ничего не говорил, это было в порядке вещей, и поэтому это было очень расточительно для самого хозяина, да, и потому-то и, наверное, вот рано заканчивались запасы на зиму, вот начиная уже с февраля месяца люди вот питались мозгами. Путники путешествовали таким же образом. Они как бы с собой еду в большом количестве не брали, поскольку ходили по долгу, и им это было неудобно. Они могли в любой балаган, любую юрту зайти, и 10 дней, целый месяц могли спокойно жить, быть гостями. И хозяева большой радостью, с гостеприимством их принимали, их кормили. И каждый якутский хозяин объяснял это следующими словами. Он говорил, что пища дается нам от Бога, и мы не должны ни в коем случае его для себя только хранить, употреблять только в своей семье. Мы должны с радостью делиться всеми, кто в этом нуждается. Ну, мы поняли, что готово. И все, решили вытащить. Такие оладьи получились, да? Такие, да, типа оладьев получились. У нас сплошные дегустации ранее неиспробованных блюд в этом году. Ну и в прошлом, в 2020 году. Это очень-очень интересно. Ну, поскольку у нас вот вторая половина по размеру казалось подходящим, мы его сильно на много частей не стали резать.
Также добавляем соли, лука добавим. Вот вкус жареной рыбы. Запах, ага, точь-точь, такой же. Вот сотрудники к нам прибегают и говорят, такой вкуснющий запах по всему парку распространился. Не все мы, наверное, знаем, что мозг кушают по всему миру. В произведении Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» обед, вы помните, чем обедал господин Собакевич? Он очень смачно ел блюдо под названием «няня» и рассказывал своему гостю, из чего же состоит это блюдо, из чего же его приготовили, вернее. И вот он говорит, что приготовили его из мозга. Он не говорит коровы или коня, но вот его смешивают с гречневым гарниром и утрамбовывают в желудке. И прям это блюдо они очень вкусно едят за обедом. И объясняя, сначала он своему гостю не говорит, что в ингредиент входит мозг. Он немножко интригуя говорит, если я сейчас стану рассказывать все подробности этого блюда, вы, дорогой мой, перестанете кушать. Переворачиваем. Ну, если так подумать, достаточно долго жарится, да? Но на медленном огне обязательно, оказывается, потому что вот такое нежнейшее. А так, Вера Степановна пробовала когда-нибудь мозги? Я пробовала мозг зайца, а мозг коня, мозг коровы никогда. По всему наше деликатесное блюдо готово. Выключаем плитку. Получились снова такие котлетки, да? Да, получились снова такие котлетки. На вид совсем-совсем котлетки. И вытаскиваем их. Ну, такое ощущение, что я все это делаю в летней террасе. Обычно в летнее время. Так готовишь. Запахи такие же, да. Ассоциации такие пошли. Так, и вот из первой партии одну часть возьмем, потому что они уже подостыли, да, их можно пробовать. Вот возьмем маленькую часть совсем. Или налым, да? Да. Мягонькие. Вкус, да, такой немножко рыбий и немножечко, ну вот на мозг зайца чем-то похож. И как? Очень вкусно. Что напоминает? Сало. Жир. Да? Пробуй, пробуй. На что Интересно похоже? же, когда мы больше не... Лучше бы я не знала, что это мозги. Ну, а так по вкусу на что похоже? На рыбу. Вера. Уже сколько человек сказала? Кне, повтори. Тебе мозги прибавятся. Да, кушайте мозги, прибавится.